Ассаламу алейкум. Приветствую, друзья. Сегодня وعليكم السلام Аят Машвой. ورحمة Сегодня الله وبركاته. 16 сентября 2025 года, 19 часов 6 минут по Брюсселю и 2 часов 6 минут по городу Джахару. Друзья, сегодня у нас очередной стрим, 157-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, который называется «Непобедимая Украина. Стойкость против русской агрессии». И следующая тема – «Чеченский час». Всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Задавайте вопросы, друзья. Это важно. Коммуникация, общение – это очень важно. Именно для этого мы проводим стримы, чтобы была коммуникация. И стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм, на YouTube-канале Реалити и на канале ТикТок Аслан Арцу. И я передаю слово Аяду Идигову. Аяд, вам слово. السلام عليكم حبي محكوي طبعا وينقشم غاسم تعيشت أحسن информации داسيرجو إحتو خليتا وما ليردو Да. دنيا تلاش حول تعدوحنا دو تصوش مش أور دير دو تصوش ومصر دينا أحسن مصر ساحتن تصوخ نتاح حوص شو دو مو دو إلا دو حقوش أورا سيتواتسي حالموضوع الشاب دا ناحية البوتشوقة ليلوش ترودش مش باغاتش بخار قيش ترودت سخوشة أعتار لاتنش دول الغاستش صندوق بياري لروتس تشوبوليتيات أنام كوشو خدا أتعاسة بصلتك تجعش تسبل بوخشبو تسحال وين كوتش بحكن وي هلك دارت شلي الخندق سلطة دو يتس بوسب نعدي عالدو شاش اللي عمل تبوه دالين سلطة بوجيشنا شاين كيسنا عن تاقنت أوكرين دي لتيهم ليلوش بوش وخوخنا وين هو خدو وي موخ بيت يسب الأخبار بيت سيتسع ظلم خدوش خوخن وي ميل مو دير درايل إهم دوخوين كوات لاتشدر داقا كواتش دولشدر إذا ويبال تسخل تسدول وقع لاتو تشوهم حجنا وين يشدر تتاحا قيراتش دك دول دي شمش دورشدا إذا راسكم يتا ألشا وزغاس شعورلو خاوس ورا أوليتشا خاوس يقير شن لاتش خناعة يسود ميشل يالتسون حضر هو خدو يالتسون تون öyle ina tut ehqiyiş yok şimdi orada. Sana ورا herşa Amerika Trump iş bu şağolqa çaqdaqetşa вот украинца леч бола васқш дhalца цум диду шаш амердеш чехцы доқш уқа ора мелчога арду алгыча украинч ду алгыча мо дича цан ду алца алушло герз мела хылча цоқ пейца үтитша шай динылца шай ламца дhalч украинч бу تأثير دول تريتوري تأثير دول لا دا قناة سطحة بس مختلف ستم بنا إيش أستح صوت دواء ألسا بس خل صوت الديانير هو أقعد صلاةشون لا تقيت على صوت تريتوري صار يتوش صلاةشون توم صوت بوي ناخذ بعيدا صوت يدالني هو صوت ديتشا إنه تاح الدنيا نظام صار على صوت تريتوري إذا صارنا صار نسوشيات يسيشيات دنيا بيش نظام صار مجنرود براو صار صوت هذا هيشيات صوتي ستسم بعد شوم دار صار لا توشتر عادي ده صوتي ده أحكم يقول سان أور دير زود توخ يقول تشخ دير ده صوتي حاجة ترسون إشت دوغ أيدنا ليش ترامب ور
Putin için kaman soğukun doğal bir aha diktatöriyazda uğraş da yuhuldu şahı tsal çok kurdat olsak ezgilmiş lice lütşe oçumuna rezbats ya hudarda arsa aboğuyor çülü konkalah tuştur hudu biç bakıç bu el öyle işte дешевый. Öyle чем асхмата дуется, чтобы здесь слушали нас люди. Я вижу, здесь вот есть на русском языке, которые... Значит, если подумать о том, что же происходит, в чем причина вот этих всех действий, этого хаоса, что заключается в том, что мы имеем дело с империей, которая в свое время пыталась еще в царские времена и так далее расшириться вплоть до Ла-Манша, захватывала западные территории, ну, как мы знаем, Польша и другие, Германия, часть Финляндии, другие. В какое-то время даже нападали на Францию, захватывали. И все это у них было, это в них сидит. И они хотели когда-то мыть сапоги в Индийском океане. То есть вот то, что вот у них было внутри, это у них сидит, и даже не покушав, лишь бы там чуть-чуть выпить и понюхать хлеба кусочек и пойти все завоевать. Вот это вот как раз-таки есть то, что как бы, значит, СССР, да? Гушварц аяц, тебя не видно. Кэшу гушварц. Видите? Сейчас как? Не видно. А вот видно, сейчас видно. Сейчас видно. Да, вот такая ситуация складывается, и сейчас, вот сегодняшний день, ситуация такая тоже сложная. Все как бы, значит, в какой-то трясина, которая непонятно в какую сторону, но это будет двигаться. И главным образом здесь вина, конечно, Кремля, который развалил в свое время, скажем, Советский Союз, не для того, чтобы, значит, освободить эти народы, свободу, чтобы была, а для того, чтобы расширить свою территорию еще больше, чем она есть. Вот в этом заключается сегодня ситуация, и мы видим, что они вот в последние дни, мы все с вами слышим, как Кремль направил где-то 20 дронов, целенаправленно направил в Польшу, и при том самое, что интересно, эти направленные дроны были недалеко от баз, американских баз в Польше. То есть это было целенаправленное направление, попытка, значит, как-то вот прощупать методом тыка, что вы в ответ сделаете. Вот они вот так вот всегда делают. Также они пустили дроны через Румынию, но там как бы пролетали они где-то на 50 километров, снова вернулись на территорию Украины. Вот такая вот ситуация складывается. Сейчас говорят, что Украина получать будет оружие, будет получать и дроны, и другие снаряды, и все такое, как будто вот это все развивается. Бывает, значит, есть разные встречи, которые мы видим и в Европе, а здесь и в Париже они были, потом встречались в Англии, везде, и все. Каждый день эти страны как бы, значит, начинают здесь колыхаться и думать, что как бы они сюда не залетели сюда даже. Ну и вот что же мы видим в итоге? В итоге мы видим, что в целом ситуация не идет к тому, чтобы война остановилась. В целом она не идет к тому, чтобы мы были спокойны и чтобы мир спокойно развивался. Как в этой ситуации быть народом, которые живут, скажем, вне этих стран, там, скажем, Украины, России, там, и западных стран, народы, которые находятся в составе России, насильно захваченные. Как быть с тем, что вот Грузия, Армения, Азербайджан, против которых тоже где-то Россия пытается сейчас развить какую-то преступную акцию? Как быть нам, чеченцам, территория, которая оккупирована? И как этот вопрос рассматривают они в свете вот этого всего, значит, события, от этого хаоса, как они относятся к нашим вопросам? Практически можно сказать, что никакое, значит, в этом отношении
чтобы они заикнулись, мы не видим. Даже о том, когда говорят об этих событиях, они даже не говорят о том, что Чеченская республика, многие блогеры, я это часто повторяю, хочу еще раз повторить, и многие разные деятели, когда они начинают говорить о начале этой войны и все такое, они как будто забывают, что Россия напала на Чеченскую республику Ичкерия и перебила там около 250 тысяч человек, из них до 40 тысяч детей. Об этом молчат. Получается, что чеченцы как будто бы являются людьми, которых можно убивать. Вот и когда у нас возникает вопрос, как же так? Вы что за блогеры, вы что за политики, вы что за люди? Вот слушаешь очень уважаемых там блогеров с Америки, здесь, с России или с Украины. В конечном итоге речь идет таким образом, как будто это вообще не нужно. И поэтому мы должны в этом отношении быть внимательны. Я имею в виду, внимательны должны быть вот кавказские народы, должны быть внимательны и грузины, азербайджанцы, мы, чеченцы, которые фактически, как страна, которых оккупирована. А те другие республики, которые они назвали, являются частью России, это фактически обманом они втянуты в состав России после развала Советского Союза незаконным способом. Это тоже я повторяю для того, чтобы знали люди, которые нас слушают, что создание Российской Федерации России 31 марта 1992 года путем подписания незаконного федеративного так называемого договора было, значит, юридически ничтожно, так скажем. Почему? Потому что этот договор подписывали не представители народов, не выбранные власти этим народом, а те же самые коммунисты, которые были во власти еще в Советском Союзе, сидели в этих областях, республиках в составе СССР, были коммунистические руководители. Вот они подписали, втянули эти республики, а затем они пошли со своей акцией, эскалации, вот, направлена на возрождение империи. Вот эта работа идет. Сегодня, когда мы видим, что есть международное право, и мы видим, что когда, значит, идет вот это обсуждение, мы, особенно вот американцы, особенно Трамп, вот я недавно только вот слышал, несколько дней назад, когда он произнес слово «демократия». До этого почти не было никогда. Я вот на днях только услышал один раз, он в куче других вопросов вот сказал и демократия. Не знаю, может быть, это связано с чем-то, и они не относятся к этому современному международному праву в таким образом, как должно это быть. Ну, с моей точки зрения, я считаю, что это международное право, которое есть, оно хорошее, но оно, как бы говорится, не доведено до кондиции, чтобы не было такого, значит, прокола, когда против малочисленных народов или какой-то там другой, скажем, страны, которая может быть менее значима, чем вот эти большие государства, что против этих народов можно что-то совершать. А эти большие страны между собой вот такие, как говорится, устраивают дележ. Вот и сегодня тоже вот идет. Вначале Трамп там говорил захватить там Канаду, там другое там. Ну, было странно слышать эти вещи. Теперь мы видим, что это примерно они в одной плоскости как бы действовали. Ну, слава, как говорится, Богу, что Трамп сейчас в некоторой степени изменил свою риторику, но все равно ничего здесь как-то не меняется. И мы видим, что ситуация как бы застопорилась. Вот об этом я хотел сказать. Ну, скажем, сейчас говорят, что Трамп как будто бы хочет присоединиться в помощь Украины, что он не даст России возможность делать, потому что Путин его постоянно вот дурачит, пытается, не считается с ним. Поехал в Америку, тот на Аляску, теперь там собирается восьмерка или G20 в Америке. Он даже Путина пригласил туда уже заранее. Да. Это что такое? Преступный международный орган, преступно признанный, приглашается. А если это был бы не Путин, а кто-то другой, он пригласил бы? Нет. Значит, речь идет, что здесь сейчас действует право сильного, право силы действует, а не
право, значит, закона. Вот здесь, вот это мы вот наблюдаем. Что в этой ситуации делать, скажем, государством и народом, которые вот видят вот это все? Ну, в принципе, что я могу сказать? Конечно, дело идет так, что мы должны думать, что же будет, когда это все остановится. Наверное, остановится тогда, когда или Россия захватит всю Украину, так, к примеру, во что я не верю, да, или чтобы Россия сама рухнет. Что будет из этого? У нее закончится ресурс и все такое. Но, как мы видим, за Россией стоят вот эти страны теперь открыто, Китай, Северная Корея, ну и другие, даже та же Индия, та же, которая закупает нефть, значит, и потом на этом наживается. Оказывается, европейские страны тоже закупают нефть, хотя они закупают и газ, но они закупают его уже в меньшем гораздо количестве. И, видимо, они договариваются, и Трамп теперь требует, чтобы вот это все, что делается, вот что вы закупаете там нефть, деньги им даете, а он поэтому, мол, Путин вот это вот все устраивает и все покупает, и строит снова военные себе заводы, а вы вот способствуете тому, давайте прекращайте покупать у них все эти ресурсы, нефть, там, газ, другой, мол, я буду вам это, значит, вместо России Америка вам это даст, якобы, вот так. Ну, как видно из анализа, который дают политики, экономисты, сегодня Америка еще не готова это дать. А в то же время Европа не способна от этого отказаться, потому что им нужен и газ, и нефть тоже, хотя в гораздо меньшей степени вот эта покупка уменьшилась гораздо. Ну, теперь стало, вот я уже говорил, в прошлый раз, оказывается, нефть, которая идет из Казахстана через Санкт-Петербургские вот эти вот балтийские пути, то есть она, значит, идет там, и там чуть ли не более половины, там 60% продажи света идет туда, который выходит на остальном мире. Теперь они решают, что этот вопрос надо блокировать, не пускать их. То есть мы с вами видим одно, слышим одно, а как всегда подковерного такая работа идет, подковерного, которую мы с вами можем не знать. Это можно узнать, если ты находишься в правительстве, в государственных структурах. Вот там это даже не все знают, порой не все знают, эта информация вот так вот распространяется в мире. Поэтому люди должны знать и думать, что же делать в этой ситуации, и должны о себе заботиться в первую очередь. Как мы видим, правительство и государство, в основном, конечно, они должны заботиться о народах и своем государстве, но, как мы видим, большинство из них заботится о себе, о своей, так говорится, государственности, о своих должностях. Вот такая ситуация складывается. Ну, на этом я сейчас коротко закончу, если это можно сказать коротко, Аслан. Давай вопросы, ответы и продолжим вопросы и по чеченской теме, и по Кавказу. Спасибо, Аят. Аят, я вот хотел вам вопрос задать по поводу вот стойкости Украины. Вот еще Джохар Дудаев говорил о том, что сойдутся под вот этим славянством, в Крыму будет бойня, что сойдутся на непримиримой схватке и так далее. В чем секрет вот этой стойкости украинцев? Я эту стойкость видел только вот у нашего народа, у наших бойцов, и сейчас я ее наблюдаю за украинцами. Как вы считаете, в чем этот секрет? Я думаю, что секрет в том, что украинцы все прекрасно понимают, что Украина существовала еще раньше, чем эта Россия. Эта Россия появилась где-то 300-400 лет назад только, а Украина существовала еще тысячи лет еще вперед. И вообще известно, что они сами говорят, что Киевская Русь, что наша прародина, говорят они, Киев.
Потом они захватили эту власть, когда вот эти монголо-татарские, как так называемые, нашествия были. Мгм. Они находились под игом, и эти народы, которые там вот по всей этой Поволжье и севере, которые были, и начиная от Дальнего Востока, и, по-моему, и в эту историю я тоже меньше теперь стал верить, потому что одни говорят, что это было, другое не было, потому что непонятно, насколько это обосновано, потому что монголы даже, говорят, не знают, что они ходили сюда. Здесь вот это все как-то, значит, перефразировано, эту историю пишут, но в любом случае, когда последний хан, который был на территории этой империи, Мгм. ханства, так он, когда он умирал, и Иван Калита, который был у него помощником по сбору налогов, он возглавил это ханство, и возглавив это ханство, в конечном итоге это делал не для того, что, как и сейчас, чтобы освободить эти народы, которые, Мгм. а наоборот, чтобы расшириться. И Украину тоже они взяли под себя, подтянули, назвали ее тогда, на Киевской Русь была, они ее взяли, назвали Окраина, потом она стала, конечно, Украина. То есть украинский народ понимает, что вот это все, вот это, как мы говорим, болото, которое организовано было, и потом они преобразовались в русский народ, что они не являются славянами, а что украинцы сами являются славянами, имеют свои корни тысячелетние и религиозные, и другие. Они, значит, в свое время были обозначены как государство еще в Константинополе, когда все это вот решалось. Так что здесь вот дух народа, сила народа, который чувствует себя народа, а не от этих нашествий, которые делают вот эти вот новые власти, которые называют себя тоже славянами, мы братья. Как они могут братья, если вот так себя ведут? Я думаю, что в этом заключен вот этот весь дух украинского народа, и они, конечно, не сдадутся. Если дальше дело так пойдет, мне кажется, да, украинцы могут пойти и на территорию России. Если, допустим, они захватят, то партизанская война может распространиться дальше. И дойти до Москвы могут. Ведь вот чеченцы, мы же делали рейды, и до Москвы старались дойти наши люди, и до Буденновска, и дальше. Так они могут такие вот, и притом там очень много. То есть это может превратиться в уже более широкое, расширенное хаос. Это дело надо останавливать, надо эту власть имперскую, которая изжила себя, которая человеконенавистническая власть, которая, несмотря ни на что, убивает людей, вот надо ее, значит, трансформировать, или ее убрать, или она, чтобы стала другой, или надо что-то делать так, чтобы, значит, и выбросить ее за пределы Украины. Удастся это или нет? Вот в этом вопрос. И это зависит от Запада, я имею в виду Америки и западных государств. Эти государства готовятся, пытаются противопоставить себя, то есть они не были, как говорят, готовы к этому. Они очень маленький процент национального бюджета вкладывали в развитие военной обороны, надеясь на Америку. Америка теперь им поставила условия, Трамп поставил, давайте повышайте все до 5%, они сейчас это делают. Особенно мы видим по территории, граничащей с Россией, эти балтийские государства, Польша, и все они сейчас просто вот стену, целую стену ставят. Мы видим, они пытаются и понимают, что они могут напасть. Если бы раньше это было бы сделано, сегодня даже к этому, до этого не дошло бы. Они не стали бы такие смелыми, не бросали бы эти дроны и все такое. Вот в этом и есть причина, потому что украинский народ им покорить не удастся, насколько я понимаю. Это так, в этом есть и сила духа, это есть национальное достоинство, которое есть в украинском народе. Вот я думаю, это так. И мы это Мгм. видим с вами. Спасибо, Аят. Спасибо. Аят, и вот я хотел задать вопрос по поводу бывшего министра иностранных дел
Козырева. Есть такой один Да. деятель. Он там у украинского журналиста Гордона ну, такие вещи начал рассказывать. Фактически, можно сказать, переврал всю историю. Вот вы тоже смотрели, мне кажется, этот Да-да. ролик, и можете сказать, вот, ответить на его ложь и на его вот, инсинуации, которые, ну, он перевирает просто всю историю, как разваливался Советский Союз, отказывая многим бывшим автономным республикам в праве на суверенитет и свободу, хотя в международном праве все равны субъекты федерации. Можете сказать, прокомментировать? Да, я слушал это, Аслан. Этот так называемый министр иностранных дел при Ельцине, который был, он был, по-моему, первым министром у него иностранных дел. Он тогда очень активно выступал против нашего государства, против нашего народа, уничижительно говорил о нашем народе. Мы это все слышали и помним. Мы не забываем своих, так сказать, друзей в кавычках. Теперь он начал говорить, что вот все это случилось, как это было, начал историю. У них у всех одна, как говорится, болезнь. Они начинают говорить, что вот якобы в Советском Союзе было 15 союзных республик, они говорят. Да, в Советском Союзе было 15 республик, они правильно говорят, но это было до апреля 90-го года. В апреле 90-го года Советский Союз, власть Советского, Верховный Совет, президент издали 3 закона, согласно которым сказано, что все автономные республики, то есть статус всех автономных республик был поднят до уровня союзной республики. Значит, на территории Советского Союза стало 35 союзных республик. То есть все те республики, которые входили раньше, так скажем, в состав, я беру РСФСР, их было 16, они все были фактически выведены из состава РСФСР, и они уже стали союзной республикой. Это очень не понравилось, скажем, Ельцину и всем этим перцам. Это не понравилось окружению этих власти Горбачева, его, ну, скажем, вице-президентом. Ну, в общем, короче, власти кроме него. Потому что они чуяли, что их конец приходит их власти. Потому что на территории Советского Союза уже стало 35 союзных республик, и эти 35 союзных республик фактически должны были подписать новый союзный договор в августе 1991 года. Так вот, об этом они не говорят, и причина в том, что эти союзные республики были, и вот так это случилось. И они тогда разваливали Советский Союз и говорят только о 15. Они хотят скрыть то преступление, которое они совершили тогда в отношении остальных народов Советского Союза, которые, будучи в составе СССР, были преобразованы в союзные республики. Статус их был поднят. И есть законы, в которых это прописано, все есть, они это как будто бы не видят. Но дело еще в том, что если бы даже они не были бы подняты, статус Союза республик не был бы поднят, эти республики, о которых они говорят, эти 20 республик, они были государствами, членами, они были также государством, которое имело свое правительство, там, конституцию, все как надо в составе этого Советского Союза. И с точки зрения международного права, то, что они автономные, союзные или другое, это никакую роль не играло. С точки зрения международного права они были равноправны. Они равноправны не были, потому что это была империя, она их градацию делала там первого сорта, второго сорта, третьего или другого сорта, и народы, и все это, она вот так себя вела, эта власть СССР. Ну, тогда Горбачев пытался, поняв ситуацию, в чем вопрос, о том, что вопрос был в том, что не было свободы личности, не было демократии, конечно, и потом гласности.
И вот на основе этого лозунга он, значит, развернул вот эту кампанию для того, чтобы преобразовать, поднял статус этих союзных республик, то есть всех союзных республик. А из 35 союзных республик 3 республики Балтийские Советский Союз признал независимыми государствами, осталось их 32. Вот об этом умалчивает и этот Козырев, и остальные все эти имперцы. И об этом умалчивают и сидят тоже вот эти всякие разного так называемых политики, которые находятся здесь на Западе, которые считают, что это их земля, это мы пойдем туда завоюем, захватим, или еще такие вещи говорят. То есть вот эта человеческо-ненавистная политика сидит в их головах. Поэтому и вот этот разговор, который Козырев вел, помнишь, да, Киселев, еще какой-то там деятель, тоже они вели тип такого разговора, мы еще разбирали. Это из той области эти люди. Поэтому вот эта ситуация говорит то, о чем я говорил, что эти республики были незаконно после развала Советского Союза, незаконным подписанием, незаконными подписями этих коммунистических деятелей. Они хотят это спрятать, и этот Козырев сам является участником этого преступления против этого народа, этих народов. И вот они поэтому это говорят. Поэтому мы это должны раскрывать и говорить, что вот это не должно быть. Но раз они так выступают и говорят, мы должны всегда реагировать на эту ситуацию и говорить, что ситуация была не такова. Получается, вот этот Козырев был первым министром иностранных дел в правительстве Ельцина, и это было во время первой широкомасштабной агрессии фашистской России против Ичкерии. Правильно, Аят? Нет, я не знаю, я сейчас не помню до сколько, но потом его сняли, я помню. Он был, ну, с самого первого дня, как Ельцин стал президентом, он был в первой команде, насколько я помню, так? И он там очень активно, да, против нас, когда шла эта война, он активно выступал там и в Америке, и везде, вот эти его все выражения, то, что он говорит. А теперь он как майская розочка сидит там, как будто голоска у нее нету. А тогда он вел такие разговоры, прям аж чуть ли не чеченцы не бандиты, и все это террористы, и все такое. Откуда они взяли это? Они не хотят ничего слушать, и очень жаль, что сегодня Америка в этом вопросе, понимая все это, не придает этому должного значения. Вот такая ситуация, Аслан. Ну, здесь вот указывается, что он с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года был первым министром иностранных дел Российской Федерации. Сначала в правительстве РСФСР, Ну, да, вот так, да. а после распада СССР в правительстве РФ. И ушел он вот 5 января 1996 года. То есть уже когда к концу... Он где-то лет 6 он был, 5-6 лет. Фактически этот человек на Западе легитимизировал геноцид, убийство, оккупацию нашей страны. Да. Он был один из организаторов, который на нас всю эту клевету распространял. Выставлял на Западе нас плохими. И сейчас его вот приводят в Украинск, Гордон с ним общается, ну, жена Гордона там общается с ним. Или Гордон. Ну, они должны понять, они весело это все рассматривают, это им все весело, а для простых людей, для нашего, других народов, это не веселье, это память, и притом такая незабываемая, значит, ситуация, которую они вот так, и когда они вот так вытаскивают вот этих вот мальчиков, которые вот организовывали на свет Божий, и с ними советуются, спрашивают, те рассказывают, и все такое, тогда становится в голове мысль укладываться, что же происходит, что это такое, как может быть. Это есть и в Европе, есть и в Америке, ну, как вы знаете, вот там разные собираются. Они даже не считаются с тем, есть ли международное право или нет. Есть ли, значит, права человека, нет, свобода личности есть или нет. Для кого-то они есть, а для кого-то нет. Вот получается вот так. Поэтому, конечно,
здесь нас приводит мысли то, что мы должны очень понимать, особенно я говорю сейчас за чеченцев, мы должны понимать, что у нас друзей в этом мире, скажем, в этом плане ни одного как бы государства нет, кроме вот как Грузия, которая тогда признала нас в 93 году независимым государством, кроме вот Украины, которая признала, что наше государство незаконно оккупировано, и геноцид совершен чеченцев против чеченцев над Россией. Так что здесь вот такая ситуация. Надо сказать, что и Эстония в свое время, в 93-м и 94 году, у меня есть решение парламента Эстонии, где они признали, что наше государство незаконно оккупировано. Они сделали постановление и значит, обратились, послание сделать своему правительству, что при первой возможности необходимо признать Чеченскую республику. Вот такой есть документ, тоже есть. Поэтому мы должны это все знать и разбираться в этом деле. Аслан? Спасибо, Аят. Спасибо. Важно знать хорошо, что вы есть, ваш президиум, ваши коллеги, чтобы нам вот разъяснять эту ситуацию. Конечно же, это очень важно. И важно для Украины, чтобы украинцы тоже понимали, с кем они имеют дело, кого они потихонечку легитимизируют, выводят на свою площадку информационно. Это очень важно. Мы скажем, что это не Украина, вот, не украинский народ, а отдельные вот эти вот отщепенцы, отдельные вот эти вот политические, скажем, действия, которые совершаются, возможно, по незнанию или, возможно, потому что у них идет очень большая борьба и внутри самой Украины, потому что они чуют, что есть вот эта рука Москвы. Она есть и в нашем народе, даже здесь на Западе. Она была, когда мы там были, там тоже, и везде она, за сколько этих годов, за сотни лет, они своих разных этих агентов насадили, которые спящие, которые потом поднимаются, начинают делать вот эту свою работу, которую им дает Кремль. Вот такая ситуация. Спасибо. Украинский народ борется, и притом, видите, они не ожидали, что украинский народ будет вот так вот. За все это время, почти за 1000 дней, они 1% территории только взяли. Только 1%. О чем это говорит? Это говорит, что Украина стоит жестко и не даст им дальше идти. Если они пойдут дальше, что им ничего не удастся. Потому что настроение народа и сама армия, и все это там совершенно другое. Жестко дать ответ и изгнать их. Да, их победа, она полезна, не то что полезна, она нужна нам, всем друзьям Украины, так? Она нужна всем народам, которые есть в составе, незаконно втянуты в состав России. Она нужна оккупированной нашей Чеченской республике и другим республикам, против кого Россия планирует снова напасть. Эти планы у них есть, мы знаем же. Да. Да. Восхищают украинцы, и с самых первых дней восхищают своим упорством, смелостью, стойкостью. Как говорил Джохар Дудаев, стоят насмерть. Вот, вообще невероятно. Честь и хвала всем, кто нас всех защищает от этой заразы, от этой чумы. Иса Ахмадов пишет, Аят, какой может быть Россия, если ею правили и правят только преступники по своему образу и подобию? Вопрос. Но она может быть, потому что она по этому принципу существует. То есть там управляют люди или какая-то группа людей, которая дает команду, а все остальные, значит, руку козырек и выполнять. Все выполнять, готовы выполнять. Не выполняют, все, тебе там любой закон вытянут и заставят тебя выполнять. Вот что. Вот даже, вот недавно мы смотрел, где там какой-то человек, там я сейчас фамилию не помню, он где-то что-то по интернету что-то сказал, ему 8 или 9 лет тюрьмы дали. Да. А было и это и кругом.
То есть он не может не только устно говорить, он не может даже в интернете что-то там написать или поддержать. Все, они везде ловят, все, хватает и сажают. А потом оттуда им легче их направить на войну против Украины. Вот ты против, ну вот пойдешь туда. Вот такая политика. И, собственно говоря, все схвачено. И вот эти вот власть держащие полицейские и другие, они хорошо, конечно, значит, подготовлены и хорошо оплачиваемые службы. Да. И они вот так вот делают. Вот. Это вот диктаторский режим. А здесь империя, мы с империей имеем дело. Вот Да, поэтому... Слава Украине, Мельник, героям слава, героям слава. Да. И вот я хотел вам задать вопрос по Ирану. Сейчас вот я смотрю некоторые там ресурсы, и фактически американские ресурсы, они фактически говорят о том, что война против Ирана, ну, практически неизбежна, и война может начаться такая масштабная межцивилизационная война, которая может 10 лет как минимум продлиться. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что здесь в основном надо сказать, что когда вопрос идет, там цивилизационно имеется в виду религиозно, так? Да, да. А религия это как бы мы понимаем, это твое это мировоззрение, это ты веришь в Всевышнего или нет. То есть вера. А религиозники к этому делу хорошо приспособились в многих местах. И как бы представители Всевышнего, они пытаются управлять мнениями и мыслями и направлять тех, кто верит в Бога. Поэтому они это как формируют. И даже то, что есть в разных вот, там, религиозных книгах, я не буду называть их так, они, значит, это в свое время так или иначе толкуют иначе, и потом вот посылают войну организуют, называя это войну цивилизации. Какие войны цивилизации будут, если в этих странах, где вот это все, оно, значит, приходит к тому, что мы видим, что эти религии служат власти, они защищают власть. И это очень, они отстаивают власть, они говорят, что это божественная власть, они говорят, что это должно быть вот так, это, мол, от свыше, с Бога это, от Него. Хотя нигде не сказано, что в государствах, к примеру, в Коране не сказано, что государство должно быть создано, или о государстве ничего не сказано. Они это все придумывают, говорят там, делают такие выводы, теперь говорят о том, что это будет вот так. Сейчас они вот подняли, говорят о том, что вот Ванга в свое время, мы знаем это, провидица, они теперь начали искажать, что, оказывается, это был Путин, который вот она вот говорила вот так, теперь мы догадались, она про Путина говорила. И вот он, значит, будет победителем, Россия возродится, в общем, короче, все. И этим они вот забалтывают, они мозги промывают населению своему. И с точки зрения любой религии это делается. Поэтому вот эти сказки, они надо в это меньше всего верить и думать реально, что будет. Все будет зависеть от того, какие интересы здесь отстаиваются и какие возможности есть эти интересы отстаивать той или иной стороне. Но, по крайней мере, современное международное право, которое обозначено, и за эту, скажем, обозначенную линию надо ее, значит, укреплять, ну, с моей точки зрения, укреплять, развивать ее, чтобы оно было как бы доступно или защищало, скажем, каждого человека в мире, в любой стране. Если, допустим, мы сегодня видим с вами, что если есть какой-то, скажем, какое-то движение правозащитное, да, вот я наблюдал за этим в Европе и в других местах, и это правозащитное движение, какой бы оно массово не было, да, в основном, оно массовой становится, когда вообще ситуация заходит в тупик. Ну, до этого власти не доводит, но в основном оно действует и реализуется снова. Это правозащитное движение
они, значит, если власть им помогает в этом вопросе, если власть не помогает, то все. Вот возьмите вот эти мемориалцы, я даже статью написал об этом, они своих статьях, где у них там было, они говорили о той ситуации, что происходит в Чечении и все такое, они тоже те же трактовки делали в своих высказываниях, называли, что и чеченцы неправы, и русские, мол, и Кремль не прав. Эти напали на нас, а оказывается, чеченцы тоже не прав. То есть они на одну плоскость стоят. Как сегодня вот они говорят, украинцы там, мол, они виноваты в том, что начал войну, скажем, Путин. Точно так же они говорили про нас. И эти правозащитные организации, они не имеют никакой власти, ни силы, и через них они разведку свою делают, в основном. Разведку. То есть они посылают разного рода правозащитников, там, женщин, корреспондентов, там, плачущих, не плачущих. Они идут, все изучают, смотрят, где, кто, что. Информация через них тоже идет. Это стало нам понятно, и это сегодня может быть, это даже может быть сегодня даже и в Украине то же самое. Я даже убежден в этом, что это так и делается. Они могут использовать и украинских людей, которые как-то расположены в сторону того, чтобы остаться в составе России или с Россией быть. Пусть мозги промыты же, понимаете, вот все. Кажется, много. Вот войну остановили бы, не надо нам этот Запад и все такое. А на самом деле вот то, что мы видим. Такая ситуация, Слава. Да, и всегда на Россию нападают, как бы нападают, заведомо меньшие государства, заведомо меньше вооруженные, заведомо меньшим населением. Короче говоря, слабее России всегда нападают на Россию. И по какому-то странному, по Да. какому-то странному стечению обстоятельств, Да. бедная, защищающаяся всегда Россия, самая большая страна в мире получилась как-то случайно. Ну, это так. Так оно и есть. Лицемерие просто зашкаливает. Приветствую, Нью-Йорк, приветствую всех, друзья. Друзья, я вам напоминаю, у нас сегодня очередной стрим, 157-й стрим, который мы каждые два раза в неделю проводим с Аядом Идиговым, с сопредседателем президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Это единственный легитимный орган нашей чеченской власти. Все остальные самозванцы. И Аят Идигов, ближайший соратник Джохара Дудаева, в наш президиум правительства, их имеется в виду наши чеченские, входит вдова Джохара Дудаева, Алла Дудаева и многие другие уважаемые люди. Аят Идигов который избран нашим народом и имеет полномочия. А те, которые отступили и ушли, они не могут быть нашими членами президиума. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому задавайте вопросы. Я просто представляю вас, Аят, чтобы, если новые кто-то зрители нас смотрят, чтобы задавали вопросы и участвовали в нашей дискуссии. Вы можете непосредственно сами зайти в телеграм-канал нашего президиума и там принять участие. Если поднимете руку, вам могут предоставить слово. Либо пишите комментарии, у нас стрим идет в ТикТок и в YouTube, и я с удовольствием зачитаю комментарии, и вы получите честные, исчерпывающие ответы. Так, я здесь видел комментарий, сейчас я найду от Исы комментарий. Вопрос. Какой может быть... так, это я уже зачитывал. За дискредитацию дают больше, чем маньякам-убийцам за дискредитацию так называемой армии. А вот здесь Олег пишет. Вы помните в советское время, такие были вещи, что вы вот такие сроки давали, особенно в позднее время? О чем речь, не понял. Ну, за дискредитацию армии, за то, что ты там против советской власти. Вот вы помните такие времена? Были такие моменты, они считали, что... Да, такие статьи были. И дурку сажали, да, в психушку? Ну, они могли хоть куда посадить, под любым предлогом.
могли. Это Мгм. было, да. Ну, все вернулось, как говорится. КГБ опять свою власть забрала в руки. Так, так, сейчас. Если президент и его правительство не прошли люстрацию власти и реституцию собственности, они не вправе быть во власти, спрашивает Иса Ахмадов. Люстрацию против президента и правительства не бывает. А люстрация бывает после окончания, скажем, военных действий. Специально есть закон и суд чести, из которого посмотреть тот или иной там предатель или коллаборационист, чтобы в отношении его принять какие-то меры. Это имеется в виду. И у нас это было как? Вот если такой вот был подозреваемый человек, и мы видим, что он что-то делал, спрятался, не делал, не помогал, когда нужно, все. Им не давали работать, скажем, со студентами, учителями быть они не могли. Или другие какие-то виды вот, наказания для них на какой-то срок делали. Их не сажали в тюрьму, а вот обозначали их таковыми. Они не могли. Вот в этом смысле. А власть, которая избирается, это и есть люстрация, народ же избирает ее. Вот это оно не может повторно какой-то суд проверять избранных людей народа. Ни президента, ни парламент, я имею в виду. Ну и не глав органов местного самоуправления. Это народ, который избирает, а власть в руках всего народа. Власть это народная. Мгм. Спасибо. Вот сейчас собираются, ну, видно, что разные провокации готовятся, а, разные диверсии, теракты проводятся, и готовятся к дестабилизации обстановки. У вас во Франции были протесты. Конечно, французы такие любители попротестовать, конечно, по любому поводу. Но и у нас здесь, в Германии, они готовятся к каким-то разным там событиям. Как вы считаете, как мы должны действовать, мы, проживающие в этих странах? Ну, вы должны действовать в рамках, надо нашим людям надо быть законопослушными и в рамках действий законодательства себя вести. Нигде там не как сказать, нарушать эти законы, эти положения, которые есть в этих странах. Потому что вы же эти же люди попросили политическую убежище, они его получили, и они обязаны соблюдать эти законодательства, законы в этих странах. И не участвовать в никаких провокациях, которые могут быть, они втянуты, их могут использовать. Если наши люди где-то там будут, могут использовать, выставить, сказать, что вот это сделали они, чеченцы там, или другие национальности. Так? Поэтому в этом отношении надо быть очень осторожным, вот что хочу сказать. Потому что вот эта борьба, мы видим, Запад, Восток, вот эта борьба идет, это борьба между, скажем, демократией и диктатурой. Вот здесь вот такая ситуация. Мгм. Спасибо. Так, у нас одни троллятина здесь только активничает, все остальные только слушают, только наблюдают и слушают. Ну, троллятин, значит, мы их зацепляем хорошо, что Да. они из себя писк свой выдают, и все. Никакой у них нету аргументации того, что мы говорим. Если есть у них какая-то аргументация, давайте скажите, а пищать из-за угла, спрятавшись, они могут сколько угодно. Мы Да. сейчас говорим о тех вещах, о реальных вещах, говорим обоснованно, и это наш, как говорится, козырь. Да, нечего возразить, только остается вот хамить, грубить Это и все. На троллить. это не надо обращать особо, но надо знать, что мы как раз не в бровь бьем, а в глаз им. Да. Когда это говорим. Необходима эта пропаганда, конечно, Кремля,
их агентуры. Это понятно. Да. Вот мы уже почти час в эфире. Я хотел бы спросить у вас по ситуацию на Кавказе, то, что вот разворачивается ситуация. Тоже очень какая-то запутанная ситуация, как на Южном Кавказе, так называемом, так и у нас, в нашей Ичкерии. Какие-то события происходят, к чему-то готовятся. Что вы думаете по ситуации? Вот, что можно сказать по нашим Что людям, здесь которые... можно сказать? Действительно, значит, для отвлекающих маневра Москва будет делать все, что угодно. Теперь, после, когда они там встретились в Шанхае, шанхайская встреча, где там они получили, скажем, подтверждение, что они будут обеспечены, что у них будет и оружие, и все. Так вот идет такая информация, так? И после этого, как приехал оттуда Путин, даже будучи там, они начали засылать все больше и больше дронов и ракет против украинского народа на Украину. Мгм. Да? И после этого выясняется, что, оказывается, в целом они договорились там. Более того, они договорились, что они теперь должны жить больше. Путин обещал им, что у них есть институт, которым можно заменить все органы человека и жить там 100-150 лет. То есть они планируют и дальше вот как бы, значит, наших людей, своих вот давить и сами жить побольше припеваючи. И будет, да, Азербайджан, потом Турция, потом, ну, скажем, Грузия, Армения. Очень напряженная ситуация, там пока что определенного решения нет, но тоже находится в таком, скажем, нерешенном состоянии. Пробуждения нету, решений каких-то нет, и Армения в напряжении, и эти государства. Но там, видимо, будут все же что-то решаться, хотя они были и у Трампа, и там встречались, говорили. А какого-то конкретного решения до сих пор, как я понимаю, нет. Мгм. Потому что они пытаются против, скажем, Азербайджана организовать какую-то провокацию и ведут разговоры, что они через Каспий подойдут и, мол, там весь этот Азербайджан захватит, или еще такие вот эти вот, Мгм. скажем, соловьиные, как говорят, разговоры, или они называют их пометами, они закручивают это, все пугают. Они делали это и против нашего государства. Помнишь, я уже говорил там, чего только они про нас не говорят, что это бандиты, террористы, что это не народ, что это племена, что надо с ними разобраться, надо на них атомную бомбу кинуть. Что только не говорили. Потом, значит, окружали город, говорят, вот давайте выходить из города, или иначе вот вам 24 или 48 часов мы будем всех, мол, бомбить. Где-то там едут наши люди, где-то увидят, там издалека расстреливают, убивают мирно просто людей в машинах, самолетах. То есть это есть как раз-таки, значит, продолжение вот этой имперской политики по захвату этих территорий. Они называют Украину своей территорией, называют кавказские территории наши, в том числе своей территорией. Но эта работа у них ведется, да, и возможно, что там они могут закрутить какую-то путаницу, то есть, Мгм. чтобы туда втянуть кого-то, чтобы они между собой, вот им их не устраивает, что Азербайджан и Армения где-то ищут какой-то там общий выход из ситуации. Им это не нравится. И вот они эту провокацию делают. Они и Грузию сюда хотят потянуть. Но сейчас в Грузии там еще такой момент, что там, значит, бывшие депутаты Верховного Совета Грузии, которые были еще во времена Гамсахурди, это Верховный Совет, который признал и Чеченскую республику, и Гамсахурд, тогда они заявили о том, что они сейчас восстанавливают свой Верховный Совет, и что они как бы противодействуют будут на политической платформе действующей власти в Грузии,
которая грузинская власть, которая сегодня, она как-то вот, значит, двоякое отношение к этой власти, и об этом это везде там высказывается. Что будет? Вот, может быть, это как-то вот сдвинуть ситуацию в нужном направлении. Наверное, на Кавказе все же и раньше планировали, говорили и с азербайджанцами, и с этими другими государствами, там, что нужно создать еще при Жахаре Дудаеве и во времена, значит, когда был у нас и Гамсахурди, президент Грузии, о Кавказском доме. То есть это конфедерация государств и народов, которые могли бы объединиться на этом, скажем, пространстве между двумя морями и решать проблемы, которые могли бы обеспечить безопасность этих народов и экономических развития. Это было. Так что Кремль, конечно, думает, как бы там где-то там подкузмить и что-то сделать. Здесь нет сомнений. Они могут кого угодно привлечь и слева, и справа, и этих иранцев. Так что здесь надо, мы информации имеем меньше всего, так? А, наверное, информацию они сами имеют, вот эти республики, они имеют, у них есть разведка, у них есть службы, они лучше это знают, но мы просто говорим о том, что ситуация может вот так вот, как ты говоришь, можно развиваться в сторону того, чтобы дестабилизировать там вот эту, значит, ситуацию, и где-то, чтобы это могло быть в пользу себе, то есть империи. Вот что они хотят. Они так, когда империя там была, они перекроили все территории, которые они захватили, вот, допустим, империя там, России. То есть они взяли, допустим, территорию Чечении, чеченцев, они взяли, отсекли от нас многие территории, передали, скажем, соседним народам, а эти потом заселили их туда. Территории каких-нибудь других, вот, других республик, допустим, по всей, скажем, по всему Советскому Союзу практически, да, они взяли, перекроили всю вот карту их проживания, их территории, и если они уйдут, чтобы потом была здесь ситуация напряженная. Я помню, когда мы вот этот процесс сейчас был, мы сделали заявление, что мы не будем иметь никакие претензии, никакой там, скажем, республики в пределах той территории, которая была обозначена на территории Советского Союза. Вот эту территорию мы будем считать своей, а все остальное будем решать мирным способом. Нет, претензий не будет. То есть этим способом нам здесь надо действовать всем, а это именно сейчас подбрасывают, видишь, подбрасывают, там они начинают там разные вот столкновения на этой основе. Вот вы наши взяли вот территории, вот, к примеру, даже взять вот Украину и Польшу. Они очень сильно хотят здесь, русские хотят столкнуть Украину и Польшу. Они спорят там по каким-то территориям, провокации там делают. Это уже открыто вот идет. И уже давно они эту провокацию все накручивают. Точно так это все закладывается и заложено и в этом. Ну, по всей вот территории бывшего Советского Союза. Идут эти разговоры, ну и по Финляндии, и по Эстонии. Ну, здесь сейчас повторять можно, но вот такая ситуация. Закладывается заранее для того, чтобы нельзя было вот так вот этим народам мирно разойтись. Да. Вот такое. И если произойдут вот события, которые, скорее всего, неизбежно уже могут произойти, а это война США против Ирана, Да. то нас могут втянуть, да, вот и в эти наши Но в любом республики. случае могут тянуть или нет, ну, по крайней мере, нас втянуть, это значит где-то, ну, как сейчас оттягивают наших людей, посылают воевать против Украины. Насильно, принудительно. Да, хотя мы говорим, что нельзя туда и ехать, и многие из них не хотят, и там гибнут. Так? А потом, когда они приезжают туда, русский командир, вот это было такое сообщение,
что, оказывается, русский какой-то полковник сообщил, где находится чеченский батальон или полк, я не знаю. И туда начали быть. А для украинцев какая разница, что русские, что чеченцы или другие народы, или, скажем, дагестанцы, ну, какие угодно, они, потому что это агрессор, и они туда могут стрелять и убивать, они защищают свою родину, не надо идти туда, вот в чем дело. А они вот такую провокацию делают, да. Чеченцы это хорошо понимают, они понимают даже сейчас в этой кадыровской ситуации, да, вот марионеточной, они понимают, какая неприязнь к ним все равно. Они понимают, русские там понимают, что чеченцы их, а вот их вот это, что они это творили, они думают, они забыли. Нет, не забыли. Не забыли. Поэтому они побольше хотят туда отправить наших людей, чтобы они там погибли. Вот их главное, с одной стороны, мясом туда, как говорится, залатать вот эту ситуацию, и чтобы они еще там погибли. Такое дело. Аят, здесь вот Чарли задает вопрос. Аят, прокомментируйте присутствие американских военных на российско-белорусских учениях Запад, вот, которые проводятся. Там не только, правда, американские, другие тоже были, европейские. Ну, это их право. Они могут быть там, если эти учения есть, потому что эти же пытаются эти учения провести на белорусской территории, так? А потом они оттуда могут, раз они щупали, бросали дроны, до этого там щупали, они политическую ситуацию наблюдают, там у них разведка есть, конечно. И они могли рынуть сюда одним махом, зайти, захватить, а потом неожиданно. Поэтому поляки и другие вот эти республики, они готовятся. А раз НАТО там, то, естественно, и американцы в том числе, НАТО, они же из НАТО не вышли, они, может быть, командование на себя не взяли, но из НАТО не вышли, и они могут прийти, участвовать в этих учениях. И это еще может быть связано с тем, что они должны ситуацию знать, потому что, чтобы там вот не говорил президент, так вот он тактику такую ведет. В любом случае, наверное, они хотят знать, что там происходит, как это происходит, потому что в конечном итоге они все равно им придется эту линию защищать американцам. Они же, по сути дела, Европа и Америка, я имею в виду Америка и Канада, это же выходцы из, скажем, европейцев в основном, так? И они вот это, поэтому там они и находятся. Если даже они не будут участвовать в этих учениях, а могут часть участвовать, то это, да, и бывает так, что на эти учения приглашают, скажем, наблюдателей разных стран, не только оттуда. Они смотрят, показывают, что это такое. Я Ну, думаю, как что... бы акт доброй воли, типа, смотрите, Да. мы не против вас проводим Да, учения да. и так далее, и так далее. Спасибо. А вот здесь Шамиль пишет, убийство Чарли Кёрка в Украине вызывает блажь. Ну, имеется в виду, что некоторые комментарии появляются, потому что Чарли Кирк иногда мог что-то сказать, что может не понравиться. Может, это тролли пишет. Что бы вы посоветовали власти и народу Украины в том случае? Ведь это очередной теракт фашистской Российской Федерации, ну, чужими руками. Ну, что посоветовать? Это война, и здесь может погибнуть любой, и если он оказался в той или иной точке, даже не обязательно на фронте, здесь гибнут люди, сидя дома в любую страну, они там каждую ночь, каждый день засылают свои, запускают, вернее, ракеты, дроны, которые убивают украинцев, которые мирные люди, мы же видим. Поэтому, чтобы целенаправленно вот это случилось или нет, это нужно расследование. Но в то же время можно сказать, что это в пользу империи российской. Это в пользу Российской империи, чтобы обвинить, вот, мол, украинцы виноваты и все такое. Они сейчас ведут разговоры о том, что там с Белоруссией заигрывает этот
Трамп говорит, вот ты такой хороший, все такое. То есть здесь идет такая, скажем, молва, и я думаю, что это так, что они там вот эти все санкции, которые есть подвержены Белоруссии, они снимают, допустим, по разным там экономическим или другим вопросам, которые могут быть выгодны самой России. А ведь Россия фактически и Белоруссия это одна территория. Понимаете, вот давая там шанс им, они могут России помогать, с одной стороны. Это одна территория, получается. Если санкции, которые были наложены, выдвинуты против Беларуси, снимаются, с другой стороны, они собирают санкции против России. С одной рукой, значит, делать хорошо якобы, а с другой рукой, значит, делать плохо. Вот так вот. То есть вот такая ситуация, хаос, этот как раз таки и присутствует здесь. Нет точно определенной позиции, а за всем этим стоит та линия, которая, значит, от нас с вами скрывает. Мы можем догадываться. Значит, здесь есть интересы этих государств. Они в конечном итоге рассчитывают на то, куда же вот это все, вот закончится война, как это будет все перераспределяться, и после окончания войны, какой мы будем иметь от этого пользу или вред. То есть в первую очередь это так. Вот европейские страны, если бы когда на Чеченскую республику, демократическую республику, которая была создана по праву, если тогда бы не дали возможность расширить вот эту и столько убить наших людей, считая нас частью России, то сегодня не было бы ни Грузии вот этого нападения, не было бы ни Украине. Надо было уже тогда в зародыше этой линии их, как говорится, тушить. А это не получилось. Если сегодня они на этом этапе это не затушат, оно разовьется, может быть, еще шире и дальше. И есть вот опасность в этом смысле. Вот тот же, кто задал вопрос по поводу учений, Чарли спрашивает: Аят, я в замешательстве. Как так россияне допускают своих врагов на стратегических учениях? Россия как допускает, да? Да, ну почему там враги? Ну вот то, что наблюдатели на учениях Запада. Нет, ну врагов это Россия что допускает, нет, они, конечно, дают, туда берут в основном своих друзей. Они врагов вряд ли туда пускают. Секретов у них так оно есть в этих учениях. Они там и по военным вопросам, по другим обговаривают там и наблюдают за этим. А так, на самом-то деле, врагов, они могут, условно говоря, врагов могут демонстрировать свою мощь. Вот как Китай продемонстрировал, сделал там парад такой мощный, показал свои эти ракеты, ну все показал всему миру. Вот смотрите, какие мы. Могут демонстрировать вот так вот, чтобы, допустим, к ним не полезли. Вот смотрите, они вот так готовятся. Могут вот так вот, наблюдатели могут и пустить даже. В этом плане я имею в виду. Спасибо, спасибо. Так. Вот Украина наносит по нефтеперерабатывающей отрасли фашистской России очень мощные удары. Уже фактически, как сообщает нам Deutsche Welle на русском, уже 6-я часть нефтепереработки РФ выведена из строя. Уже бьют, и по заправкам бьют дроны. Там, короче говоря, очень такая целенаправленная работа идет Украины против нефтеперерабатывающей отрасли фашистской России. Как вы считаете, это как-то может вывести из строя, остановить вот эту военную машину России? Или это больше будет отражаться на жителях, которые ничего не решают? Это будет одновременно, в первую очередь, ударит по военной составляющей, энергетической,
да? И как там было сказано, у них там комплексов где-то, если не ошибаюсь, где-то 60 крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов в России. И если они хотя бы наполовину там побьют их, то, конечно, естественно, обеспечение бензином, керосином и все остальным, и это ослабит возможность подвести, увезти машины, все, что на бензине, на керосине, на солярке, все это находится. Конечно, если дронами они могут бить и выводить из строя, скажем, на месяц, а иногда и на полгода, вот эти вот установки, у нас они в Грозном были, я помню, я там бывал, если там вывести ее из строя, потом там ее восстановить очень долго было, там доходило до полугода, а то и больше, если не было каких-то запчастей. Ну, тогда вот было. А сейчас, я думаю, точно так же, если будут вот так вот выведены из строя, то у них нефть будет, а не будет, скажем, для пользователей и народа, и всюду будут трудности. И цены могут повыситься сразу на все эти бензин, керосин и все такое. Да, это может, если вот таким образом украинцы будут бить их, то да. Эти бьют их по этим, скажем, экономическим военным объектам, которые фактически военные, да? А эти бьют, украинцы, они бьют по мирным людям, людей убивают. Вот разница в чем, да. Эти защищаются, а те вот так. Да, совершенно верно. Россия бьет по мирным, по людям. Вот сейчас недавно они обстреляли, просто взяли и очередь, где стояли люди за получение пенсиями, старики, 25 человек просто взяли и убили. И Да, никто не ранили. кричит об этом, весь мир об этом не трубит. И взяли, просто людей убили. Каждый божий день вот так себя ведут. Просто невероятно. Я помню еще такое, когда вот наши люди, вот, беженцы в сторону Ингушетии уезжали, так вот, беженцы, просто беженцы, дети, все, на автобус, на машинах. Так русские высылали свои самолеты, вертолеты, они обстреливали, убивали наших людей, которые бежали. Это они делали. Они вообще бессовестны. В этом смысле это вот такая мораль. Морали Это у них государственная политика получается такая, да? Да. Это как акт устрашения, чтобы сломить дух. Политика в ранг террора введена. Террористы настоящие. Террористы. Абсолютно. Абсолютно. Ужас. Ну что, завершим? Уже больше часа мы говорим, по-моему. Да, мы больше часа говорим. Вот здесь вопрос, Давай, вопросы давайте, хотелось бы послушать людей и ваши ответы. Аят спрашивает: Чарли, почему некоторые чеченцы пропалестинские участвуют в митингах в Германии? Разве Хамас не поддерживает Москву? Ну, вопрос такой. Чеченцы тоже разные, так? Здесь есть чеченцы, которые поддерживают Москву даже. Здесь есть. Да. Нас убивают даже они. Да. А здесь есть целые разного рода засланные агенты влияния. Да. Они даже себя изображают властью нашего государства, а другие из себя говорят, мы тоже власти, вот и спорят там эти самозванцы. Да. Поэтому здесь говорит, есть там религиозно настроен, есть, это разные. И когда там увидеть 1, 2 или 10 чеченцев среди, скажем, 10 тысяч или 2 тысяч человек, их просто как лупы вытаскивают, вот это чеченцы. Поэтому рассматривать это позиции чеченского народа никак нельзя. Это, думаю, так должно быть характеризовать. Мы же не можем за каждым, даже в каждой семье или в каждом, ну, скажем, небольшом коллективе есть разночтение по любому вопросу.
Они могут понимать, могут не понимать, будут под влиянием чего. Это есть, да. Вот в этом вся причина. А мы говорим из общего интереса нашего народа и той линии, которую наш народ избрал еще в 90-м году, провел свой референдум, общенациональный съезд чешского народа, на котором принял решение о создании своего государства, суверенно, независимого, демократического, да, правового. И о том, что на этой основе принята Конституция и все такое. Мы на этой линии держимся, это решение нашего народа. Вот наше решение. А все остальное, те, кто были против нас и поддерживали тех, кто нас убивает, то есть политику этих государств или этих, скажем, сообществ, мы не поддерживаем. Вот так. Да. Мира Макси, только все вместе объединившись, можно победить Россию, все бывшие республики СССР и люди всех регионов. Вы согласны с этим, Аят? Ну, здесь, да, это объединившее, это не собраться в одну кучу, а собраться для того, чтобы взять и выработать какую-то единую линию для того, чтобы, значит, этот вопрос решить. Для этого нужны и политики, и ученые, и военные. То есть какая-то, да, стратегическая линия, которая может со всех, скажем, представить всех народов. Вот когда развалился Советский Союз еще тогда, да, и эти народы, они тогда, вот, когда было вот принято решение о поднятии статуса союзной республики, и эти фактически, они должны были какие-то свои решения принять, так? И вот многие из них приняли решение, вот многие народы, да, там декларации приняли, то сделали, а некоторые вообще не принимали никаких, то есть они были настолько заторможены и настолько были выведены из тупика, и им оказалось это настолько, ну, непонятно, они оказались в таком пространстве, что это такое происходит? Пока они туда-сюда, раз коммунисты все подписали все договора за них и затащили их в эту нынешнюю Российскую Федерацию России, подписав этот договор 31 марта 1992 года. А эти не успели оглянуться. Их лидеры и другие не успели оглянуться. Раз они оказались как бы там, и остальной мир эту Россию начал признавать. Вот, мол, такая. И потом, когда они нашу страну еще потом в 93 году вписали в свою конституцию, и сегодня остальной мир тоже говорит, что якобы мы являемся частью России. Когда мы им излагаем все документы, обоснования, факты, они говорят, ну вот так вот, ну так вот. То есть они как-то прогибаются под эту линию, здесь они не хотят вместо нас бороться, но или помогать нам в этом вопросе не хотят. Потому что они, конечно, каждый свою, как говорится, линию проводят и в первую очередь о себе беспокоятся. Но нужно в общую линию такую выработать, делать. Это должно было быть в соответствии с международным правом, так должно быть. А оно не действует сегодня именно так, как должно действовать. Понимаете, это же после Второй мировой войны было это все принято. А почему оно не действует, допустим, в защиту того или иного народа, или в защиту, скажем, чеченского народа, который создал свое государство, или Грузии, или других вот республик? Почему? Но здесь вопросов много, мы можем это говорить, причины говорить, но в целом вот это должно быть на этой основе все формироваться, и на этой основе должно, как бы, значит, дальше мы должны двигаться и в мире, да. Мне так это представляется. Вот здесь Шамиль Халиуллин комментирует и говорит, что Рашку, фашистскую Российскую Федерацию, побеждать не нужно, всего лишь не признавать это образование. А это возможно, постоянно член Совета Безопасности ООН, не признавать и бойкотировать полностью? Ну, чтобы ее не признавать, она член Совета Безопасности ООН, они ее туда записали. Так? То есть они эти привилегии им дали. И это сделали большие страны, так? И другие там не препятствовали этому. Вот он сидит в Совете Безопасности, и любое решение, которое принимается на международной арене
ООНе, они могут поднять руку вот так, все, и блокировать. Эти 5 стран, и Да. это им право дано. Поэтому в этом отношении это тоже должно как-то иначе быть, потому что почему эти 5 стран это решают. Правда, они каждый раз там приплетают, еще пристегивают 15 стран, кажется, так? Не знаю, изменили или нет сейчас количество. Ну, а те временные члены Совета Безопасности, а эти основные. Так что здесь вот эти все вопросы, сказать, что можно сделать то, что вот он говорит, вот, не знаю, каким образом это может быть, но это вопрос, который стоит на повестке дня, если мы хотим как-то, значит, развиваться, когда член Совета Безопасности ведет вот агрессивную войну, убивает людей. Какая мораль может оправдать эту страну, если она так себя ведет? Как она может быть членом Совета Безопасности? Значит, бандитство, терроризм на уровне Совета Безопасности поддерживается, получается. Правильно? Вот так же. Поэтому здесь вот должно быть какое-то вот изменение внести в эту ситуацию. Поэтому эти диктаторские режимы Китая, допустим, и Россия там находятся, и вот таким образом они диктуют ситуацию тоже. Не то, что тоже. В основном, да, они. Спасибо, Аят. То есть вот Чарли говорит, скажите, пожалуйста, Аят, почему россиян так задело высказывание Аллы Пугачевой позитивно о Джохаре Дудаеве? И я бы добавил от тебя, Аят, это не спланированная ли какая-то акция? Похоже, что как-то слишком Кадыров, как обычно, вмешивается. Это не какой-то, как вы считаете, может, это проект какой-то? Сценарий какой-то, который они сейчас... Я не знаю, почему задело. Стихийное такое. Реакция мощная, конечно. Это она известная певица и известный человек в России. Теперь она уехала оттуда, и какие-то у них разногласия. В основном, наверное, связаны с политикой Путина, хотя она была, эта Алла Пугачева была, ну, как сказать, его доверенным его человеком, лицом в свое время. И тогда, когда вот это все происходило, и нас вот так вот бомбили и все такое, в то время никакого голоса ее мы не слышали. Более того, там были и другие моменты, которые где-то как-то не совсем были нам понятны, но это нам непонятно, это, может быть, не касалось всей общей политики. Она же не политик, она просто, значит, общественный деятель, ну, скажем, певица очень известная, любимая многими людьми. Так что это может быть что угодно. Сейчас это, может быть, не можем мы сказать, а потом через какое-то время это станет ясно, почему и как. Так что вот так вот. Пока как бы непонятно, вы считаете, да? Да, до конца не ясно. Спасибо. Ну, конечно, реакция была очень такая. И причем, не знаю, тролли это или настоящие люди, но люди очень ей благодарны были за ее вот это высказывание о Джохаре Дудаеве, о Алле Дудаеве. Как бы такая реакция позитивная была у людей. Ну, скажем, за это и спасибо. А в то время, когда нас там резали, убивали, если бы она сказала, и вот так вот, то было бы хорошо, да, очень, так? И когда мы видели, что она доверила лицо Путина, у нас другие ассоциации возникали еще тогда. Знаете, Путин – это убийца, она его была… Но сейчас, видимо, у нее изменилась, она поняла, может быть. Так что ситуация может быть и такой. Но сейчас уже Путин перешел черту и уже 7 октября 2023 года отдал приказ своим миньонам убивать уже евреев. И этот ужасный террористический акт, конечно, перевернул многих сознание евреев, в том числе российских евреев.
Да, как говорится, пока себя не коснется, еще нашу боль трудно понять, пока себя лично не Конечно, коснется. конечно. Да, Это так, но здесь это должно быть как-то понятно всем. Моя хата с края не спасает. да. Да, это точно. К сожалению, да, никто тогда не вы. Ну, кто высказался, тех мы помним, и их было пересчитать на одной руке, по пальцам. Считать Да, на одной конечно, мы руке. знаем. А те деятели, которые сегодня так вот вели такую позицию, тогда выступали и против нас вот организовывали вот эти все мероприятия. Теперь, как говорят, солнышки выглядывают, как будто бы они это. Но про то, что они тогда творили против чеченского народа, незаконно, преступно, то, что они делали. Они об Преступно. этом, и даже все, что связано с тем, что она по праву создала свое государство, они хотят припрятать и обмануть народ сегодня, людей Да-да. обмануть. На самом деле это было не так, а мы Тут должны об этом сказать. Все, кто это понимает, должны это сказать. тот же Козырев, о котором мы вначале говорили, Да, тоже Козырев, да. сколько их этих мерзавцев и Да, да. преступников, военных преступников. Аят, спасибо вам большое. Мы уже более полутора часов, 1,5 часа уже в эфире. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо всем вам, кто принял участие. Беркл Рейс лучше ладыгчарна. Де, Шохатер çalışırsın жоқтала кишловой дагдола вен ишдушун. Особенно кегенах буй. Аш тада деш дада дешум дор да ох аскамата вен дюч холша. Окер мот бор окер Macedonian вейдол вен мот как говорится перевод деш дяцун де окер нагейта диса обширно халита. Вен дис десихум. وأنا أدري شو الشخص وين متى ما عندش حتى الشخص وين متى عند الدواء المولى لا تقول مصير Амин. 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 Дерес хур. Друзья, спасибо всем. Спасибо всем участникам и зрителям. Адикер Машваль. До свидания. آمين عليك Адик